Согласно публикациям в Твиттере, стало известно еще об одном преследовании, организованном китайскими властями в отношении народа Восточного Туркестана. На видео, снятом в селе Ташкурганского района Кашгарской области Восточного Туркестана, видно, что уйгурские и таджикские граждане были вынуждены присутствовать на церемонии поднятия флага в сопровождении солдат и полиции. Примечательно, что за людьми, которых заставили участвовать в церемонии поднятия флага Коммунистической партии Китая, которая проводится регулярно каждый понедельник в Китае только в Восточном Туркестане, с воздуха наблюдают беспилотники. Сенат США начал расследование о том, связаны ли автогиганты и ведущие поставщики с товарами, произведенными с использованием принудительного труда уйгуров. 28 марта Рон Уайден, председатель финансового комитета Сената США, направил письмо с просьбой выяснить, использовался ли принудительный труд в Синьцзяне при производстве автомобилей для 8 крупных автопроизводителей и 5 ведущих поставщиков автомобилей. Согласно информации в письмах, отправленных производителям автомобилей, таким как Tesla и General Motors, и поставщикам, таким как Bosch, компаниям предложили предоставить информацию о том, как закупаются материалы и как контролируются и проверяются цепочки поставок в Китае. Секретарь партии китайского коммунистического режима в Восточном Туркестане Ма Синьчжуй прибыл в Кыргызстан, что стало третьей остановкой во время его визита в Центральную Азию 30 марта и встретился с президентом Кыргызстана Садаром Капаровым. По сообщениям кыргызской прессы, Капаров сделал акцент на развитии общего транспорта и инфраструктуры, а также увеличении объемов товарооборота на взаимовыгодных условиях. Ма Синьчжуй, один из виновников уйгурского геноцида, заявил, что его особенно интересует важность скорейшего завершения строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и важность увеличения количества пограничных переходов между уйгурским регионом и Кыргызстаном. В отчете о политических действиях Государственного департамента США в Гонконге за 2023 год заявляется, что правительство Китая продолжает совершать в Гонконге действия, которые угрожают интересам Соединенных Штатов, подрывая независимость судебной системы и верховенство закона. Россия нацелена на дальнейшее укрепление всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества с Китаем. Это следует из новой концепции внешней политики, обнародованной в пятницу 31 марта. В документе также указано, что Россия ведет работу по совершенствованию инфраструктуры международного транспортного коридора, соединяющего Европу и восток Китая, и развитию экономического коридора Россия-Монголия-Китай. Ожидается, что бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом 4 апреля. В обвинительном заключении против Трампа говорится, что существует более 30 обвинений, связанных с нарушениями предвыборной кампании и деловой документации. 4 пакистанских солдат погибли в результате вооруженного нападения боевиков с иранской территории. В заявлении пакистанской армии сообщается, что боевики совершили вооруженное нападение на патрульную машину на границе в районе Кеч, провинции Белуджистан, в результате чего погибли 4 военнослужащих.